Уникальная флора, редкие животные и 10 лет непрерывных исследований. Ученые Жонгар-Алатауского государственного национального парка подвели итоги масштабного проекта по изучению биоразнообразия этой охраняемой природной зоны. Специалисты проделали колоссальный объем работы, чтобы выяснить, какие тайны скрывают горные склоны и ущелья. О том, как устроен научный центр парка и каким выводам пришли исследователи за минувшее десятилетие, расскажет моя коллега Карина Загриева. С 2016 года в Жонгар-Алатауском природном парке стартовал масштабный научный проект. Здесь специалисты изучают флору и фауну. Среди растений встречаются и редкие, краснокнижные. Вот, к примеру, водосбор Виталия. Обычно он произрастает на тропах, в тенистой местности и под ельниками. Научный отдел национального парка – это компактная, но узкопрофильная команда из 8 специалистов. Зона их ответственности охватывает всю экосистему региона. От изучения мельчайших насекомых до мониторинга популяции тяньшанского бурого медведя. Одно из самых объемных направлений работы ожидаемо связано с ботаникой. За время исследований команде удалось обнаружить и описать 891 вид растений. Из них 23 признаны эндемиками. То есть в естественной среде они встречаются исключительно на территории хребта Жонгар-Алатау. Чтобы сохранить эти данные и детально их изучить, ботаники собирают полевой материал. Растения аккуратно срезают, правильно высушивают и бережно оформляют в гербарий, который затем пополняет научный фонд парка. Вот это вот гербарий, мы его собираем. Вот здесь вот семейства гвоздичные. Вот здесь написано, где собрано, то есть это в Сарканском филиале, в Амамбычевском лесничестве, урочище Карасрык. Вот здесь отмечаются координаты. Во время массового цветения мы определяем виды по цветку, по листикам. Особое внимание специалисты уделяют охране исчезающих видов. На сегодняшний день на территории парка произрастает 25 сортов растений, занесенных в Красную книгу. Некоторые из них представляют исключительную редкость не только для Казахстана, но и для всего мира. Яркий пример – крестовник огненно-язычковый. Этот уникальный цветок растет только на территории Жонгар-Алатауского парка и больше нигде на планете не встречается. В данный момент мы можем сейчас увидеть лилию кудреватую, рябчик плетноцветковый, пион уклоняющийся, адонис тяньшанский и другие виды. Также в верховьях вот этой нашей ущелья можно увидеть другие растения. Например, реликтовый вид, краснокнижный вид, сосюрея обернутая. Также реликтовый и краснокнижное растение, крестовник огненно-язычковый. Специалисты публикуют книги с подробным описанием всех обнаруженных видов растений, животных и насекомых. Помимо этого, научным отделом выпущено 16 научных статей, в том числе включенных в международную библиографическую базу данных Scopus. Однако ученые подчеркивают, главная цель исследований – сохранить виды, поэтому они в очередной раз призывают общество бережно относиться к окружающей среде. Карина Загриева, Ернар Серикалиула, телерадиокомпания ЮТСУ.